Вся татарская история в одном подкасте. Лекторий «Миллиард татар». Это здорово на самом деле. И, может быть, вы обратили внимание, у нас же впервые в самоучителе полилингвальный словарь, который содержит китайский язык. То есть мы татарский язык уже в одном языковом пространстве, да, соединили с китайским языком. И китайскую часть этой книги мне помогала делать моя аспирантка Синхуа Цань. Где-то мы полгода, это включенная очень сложная работа была, потому что китайских языков много на самом деле, не только путунхуа, мандаринский, но есть кантонские китайские языки, которые очень сильно отличаются от китайского литературного. То есть мы зачастую даже не представляем вот все это языковое многообразие, да, больших стран, таких как Китай и Индия. И у нас вот одна из таких глобальных идей, это, конечно, как мы это называем, глобальная татарика. То есть представлять татарский язык на мировых языках, да, это и у нас в Казанском научном центре, и Российский университет дружбы народов общий проект. Вот сейчас мы работаем над экспресс-курсом татарского языка на английском и китайском языках. Потому что, вы знаете, интерес есть. Вот, например, в Китае сейчас тюркология на взлете. Тюркология на взлете. У меня есть знакомые, которые серьезные профессора из Харбина, из Шанхая. Вот они, там и журналы научные о тюркологии, да, на китайском языке. У них колоссальная потребность в расширении своих знаний о татарском языке, о татарской культуре. Да, и, собственно, все равно английский тоже является таким языком основным, да, и науки, международного общения. Это, мне кажется, нормальный шаг, когда мы, вот как бы минуя фактор русского языка, в том числе, можем вот создавать какие-то новые такие коммуникативные, да, просторы. Татарско-китайский, допустим, да, или татарско-турецкий, но это уже в практике есть, татарско-арабский. Почему нет? Вполне и по этому вектору, да, может развиваться такое вот научное творчество. Такой вот вопрос. Интересно, есть ли в мире такая практика, когда, допустим, у какого-то народа был язык или утрачен, или очень малое количество носителей осталось, и он все-таки был реанимирован, кроме иврита? Мы не про это. Вот другие есть истории подобные? Есть истории, но это, вы знаете, истории с разным успехом, потому что иврит, да, понятно, это вот, в общем, этот пример известен всем, но попытка, например, сейчас перезапустить каталанский язык в Испании. Да, очень сложно идет этот процесс, потому что все-таки каталанский язык не может устоять, да, перед таким культурным и социальным давлением, напором испанского языка. Это тот же баскский язык, например, да. Но интересные примеры, когда языки небольшие по количеству носителей, они могут, вы знаете, аккумулировать какие-то вот такие очень большие энергии, да, интеллектуального развития. И, например, вот тот же самый армянский язык. Очень интересный феномен, потому что на фоне других мировых языков на армянском языке говорит не так много человек, но на армянский язык переведена практически вся мировая литература. Кого вы только не найдете. Там от каких-то античных текстов до Пелевина, допустим, да. То есть огромный вот этот вот культурный пласт представлен на небольшом языке. Я бы тут добавил, тут важную роль играет, наверное, письменность, потому что армянская письменность, она какая была, такая есть. А, допустим, в случае с татарским языком, если мы с вами сейчас захотим прочитать книгу, изданную там 100 с чем-то лет назад, скорее всего, мы не сможем. Это да, но здесь еще, вы знаете, какие-то внутренние установки. Ведь на татарский язык, на татарском языке тоже огромное количество переведенной мировой литературы. Мне рассказывают, что и Том Сойер есть на татарском. Где это все?
вот это большой вопрос. То есть мы все равно в начале вот цифровизации нашего языкового наследия, потому что, ну, например, часто жалуются, что нет почти, да, детской хорошей литературы на татарском языке, хотя вот люди не знают, мне кажется, есть как раз на татарском языке много хорошей детской литературы, но можно мировую детскую классику читать на татарском. Это в советское Гарри время. Поттер, там, Ну, что-то такое. насчет Гарри Поттера я Ну, не спорный знаю, вопрос, но но, допустим, Маршак, тот же Марк Твен и так далее, это все есть на татарском языке. Просто нужно найти, показать, переиздать, может быть, выложить в интернете, как-то перезапустить, чтобы это заиграло другими красками. А ведь это на самом деле очень важно, когда вот в языковое поле будут возвращены вот эти вот переведенные произведения. вот про книги я что хотел сказать. Одна история есть интересная, которую наши журналисты раскопали. В Самаре нашли, значит, одного активиста. Он занимался, его бизнес – это сбор макулатуры. И однажды он нашел какое-то количество книг старых, книг разных писателей, ну там, западных, русских и так далее, переведен на татарский язык. И он, значит, эти книги решил макулатуру не сдавать, он решил какую-то вторую жизнь им дать. И он потом, история получила развитие, он начал собирать книги на татарском языке, именно которые не в ходу, но когда-то были изданы. И для многих людей это было открытие, что, оказывается, и мировая классика издавалась, и другие книги и так далее. То есть, ну, я сам помню из своего детства, вот у меня там двоюродная сестра работала в библиотеке и всегда приносила домой, ну, тоже западную литературу, мировую литературу на татарском языке. То есть сейчас мы почему-то действительно этого не видим. Хотя мы и не можем сказать, что книг издается мало. То есть книги-то есть. Ну, просто я думаю, проблема может быть в том, что мы стали мало читать в целом литературы. То есть, но зато много читаем чатов, каналов, смотрим телевизор и так далее. Вот, знаете, есть такой феномен, вот, по-моему, в плане потребления, так сказать, языка. Вот есть большое количество людей, которые не читают на татарском, но зато они слушают музыку. Да. И у нас, в принципе, это очень большой пласт поп-музыки есть, татароязычный, радио, телеканалов несколько штук татароязычных. То есть, может быть, просто форма потребления информации на татарском языке поменялась. Да, это интересная мысль. Я тоже, кстати, вот у меня такое наблюдение, да, и было, что через музыку идет очень большое вовлечение, да, татароязычное. И, собственно говоря, моя жизнь тоже это иллюстрирует, потому что, наверное, вот один из важнейших факторов, который помог мне выучить татарский язык и поддерживал вот эту эмоциональную высоту, это песня. Потому что татарский народ действительно очень музыкальный и располагает огромным количеством и талантливых исполнителей, замечательных песен. Я сам, например, очень люблю Ильхама Шакирова, вот, и в моем плейлисте, ну, практически все его песни, начиная там от «Чигарсынман каршы алырга» Сарман Вальсе, да, и заканчивая там, допустим, «Арща», и так далее, и так далее. То есть через музыку, через вот так называемый мон, да, происходило тоже приобщение к татарскому языку. Сами петь не начали? Ну, есть только про себя, да. Магнетизм татарского языка, вот как раз действительно он очень связан с его музыкальностью, поэтому, может быть, да, вот через песенную музыкальную культуру, но татарский народ – это народ богатейшей литературы, особенно поэзия. То есть это народ, безусловно, поэзия центричный, и очень много талантливых имен, вот, и театр тоже, драматургия. То есть здесь очень много вот таких высоких измерений культуры, где звучит язык, где может быть вот такое полноценное приобщение к татарскому языку. То есть у людей есть выбор, как прийти, через что прийти, через какое измерение, да, к татарскому
языку, вернуться к языку предков. Это не у каждого народа такое есть. Вот еще есть такой аргумент, те, кто призывает учить татарский и хочет учить, они говорят, если вы будете знать татарский, то вы сможете общаться там, вот в Турцию, пример приводят, Мгм. другие Мгм. государства, где тюркские языки. Ну, на практике по-разному. Знаете, если вы в Турции исяныса скажете, вас, скорее всего, не поймут. Конечно, А да. если вы скажете рахмат, ну, люди Тоже, знают, тоже особо не поймут. это Да. поймут, но они поймут не так. Это там относительно умерших людей употребляется обычно. Поэтому, ну, скажем так, прийти заговорить на татарском, скорее всего, это эффекта не вызовет. Понимание, точнее, не вызовет. Но а в чем тогда преимущество? А преимущество колоссальное. Татарский язык — ресурсный язык. Конечно, здесь речь не идет о стопроцентном понимании, вот мгновенном, там, турецкого и так далее. Но если, например, мы изучаем турецкий язык, зная татарский, но вы знаете, это та же структура фактически, да, морфология, синтаксис, грамматика. То есть это для русского человека очень сложно на самом деле понять, разобраться с татарской грамматикой. Я говорю, часто привожу пример самолет тюшепутурде. Почему не утрыптеште, например, да? Может быть огромное количество вариантов, но именно тюшепутурде. Турецкий язык, ну, я говорю, что это примерно та же, да, система грамматических координат, половина лексики совпадает. Мин кильдем, бен гильдим, допустим, да, там мин билем, бен biliyorum. Плюс арабизм. Плюс арабизм, общее, конечно, вакит, вакыт, огромный. Конечно, бывают такие интересные, как это называется, ложные друзья переводчика, когда по-татарски арба телега, а по-араба автомобиль, но те люди, которые владеют татарским языком, очень быстро могут войти в турецкий язык. Собственно, во все языки тюркские, ну, может быть, кроме якутского и чувашского, которые очень сильно отличаются. И вы знаете, более того, вот эта агглютинативная типология, вот извините за такой научный термин, те люди, для которых татарский родной или которые владеют татарским языком, намного проще, например, японский или корейский языки учить. И есть замечательная теория Старостина, да, о родстве японского и татарского языков, тюркских языков. Вот я японский изучал, вы знаете, столько общего на самом деле и на структурном уровне, и даже довольно много лексических совпадений. Например, дом по-японски, по-татарски и, по-японски ие. Да, уходить ки по-японски, китаргя, да, японцы, например, мин китем, японцы скажут ватаси но кимасита. Вот это вот ки, уходить, да, это сохраняется. То есть вот какие-то такие ключи очевидные или неочевидные, но они есть, и они помогают. И здесь очень важный момент – это произношение. Потому что часто я об этом говорю, те люди, которые владеют татарским языком, им намного проще говорить по-английски. Это беда вот носителей русского языка. Ну вот я, например, для меня русский родной, и я знаю, что я по-английски говорю с акцентом. Как бы я его ни изживал, у меня не получается. Вот русский акцент. У меня есть знакомые, которые прекрасно как бы говорят на английском, этнические татары, с татарским родным языком, у них такой проблемы нет. Потому что звуковой ландшафт татарского языка, который формируется в детстве, да, он позволяет преодолевать какие-то трудности. Вот и в плане произношения, в плане отсутствия акцента. То есть для меня, например, татарский язык, он очень ресурсный. Это ключ к разным языкам, родственным и неродственным. Я хотел тоже небольшим наблюдением поделиться. Вы упомянули якутский язык сейчас. А у нас ну, последние несколько лет было такое интенсивное общение с коллегами из Якутии, журналистами.
И был такой эпизод, значит, они попросили, они хотели познакомиться с татарской кухней. Ну, естественно, мы их повели в Туган-Авылым, и они говорят, мы хотим посмотреть, что у вас есть из конины, потому что у них основное мясо – это конина. Значит, заказали, они, во-первых, сказали, что называется практически так же все, и рецепты те же. То есть, говорит, практически как якутский все, с небольшими изменениями. И когда мы стали на слух, язык понять сложно. Отдельные слова какие-то улавливаешь, которые похожи, но когда ты садишься и с ними начинаешь разбирать слова, оказывается, сходство больше, чем кажется. Но основное отличие в чем? Они считают, что их язык более близок, так сказать, к исходному варианту, такому протюркскому, ну, какой-то, ну, Алтай, скажем, да, то есть более близок, потому что у нас много пришло арабской лексики, фарсизмов через ислам. У них этого не было, и, соответственно, они считают, что, причем ссылаются на турецких тюркологов, лингвистов, они считают, что их язык, он более приближен к, так сказать, базовому варианту, да, а у нас уже, так сказать, лексика изменилась за счет этого. То есть, ну, просто наблюдение. Я предлагаю перейти к вопросам из зала. Дорогие гости, пожалуйста. Я вот с самого начала, как выступили, у меня сразу вопрос появился. Вот, РУДМ, я читал, что где-то 10 языков знаешь, в том числе английский и, главное, европейские языки, таких только абитуриентов. И за полгода, за год вы их учите на русский язык, чтобы они обучение, потому что на русском языке просто. Сколько всего языков-то РУДМ обучают на русский язык? Сколько? Можно? Вы знаете, 10? нет, больше, намного больше. Намного больше, да? Да, в нашем институте, если я не ошибаюсь, 24 языка. 24, самые разные. Очень интересно, потому что в мире около 6 тысяч языков, ежегодно несколько языков исчезает. Конечно, зная только язык маори, в РУДМ не попадешь. Хотя бы английский или из этих 24 один язык надо знать. Но сейчас технологии такие, что в основном русский язык преподают на русском языке. То есть это вот моментальное погружение, когда мы говорим, как эффективнее всего. Не зная ни одного языка, вот, математическими символами, можно много чего предложений расписать. Да. То есть не надо ни один язык из этих 24 или 6 тысяч знать и символами. Вот такой вопрос, как специалисту. Сколько слов на незнакомом языке надо выучить, чтобы начинать хотя бы разговаривать? Была такая цифра, 300 слов, каких-то коренных, наверное, специально отобранных. Вот, если 3000 уже знаешь, как бы чуть не свободно начинаешь на этом языке. Вы меня поправьте, потому что не филолог. Разные точки зрения есть, и это зависит... Говорили, что около 10 тысяч разных слов. Это уже... Я как-то пытался почитать, я столько не смог у себя записать. В толковых словарях было десятки тысяч слов разных, в том числе и в русском, и татарском словаре. Да. Английском, правда, там 500 тысяч чем-то, 537 тысяч, что ли, когда-то я читал слов. Но я посчитал, что это в них больше половины мира их не было, и все из этих языков, они туда включили. Чтобы на английском, да, хорошо говорить, вот есть такое понятие базовый английский 800 слов. 800. Да, на русском я слышал 1300-1500. То есть универсальные цифры? Для каждого языка это разные цифры. Вот у меня есть знакомый очень известный переводчик ООН Эва Тулус. Она, кстати, приезжала к нам 2 года назад в Казанский научный центр, несмотря на санкции и так далее. Она переводила Саркози и Макрона, между прочим. Она очень серьезный переводчик с разных языков. И она рассказывала такую историю,
что вот когда на английском, она хорошо говорит по-английски, нужно знать не такое большое количество английских слов, лексики, чтобы понимать, ну вот, информацию, да, профессиональную. И она по-русски тоже говорит, но однажды она оказалась на заседании редколлегии литературного журнала в Москве. И она говорит, я ничего не понимала. Вроде бы вот я выхожу на улицу, и я свободна, как бы вот мои запасы русского языка достаточно, чтобы общаться. То есть бытовая речь это одно, а Да, восприятие сложной информации да, это другое. культурная лексика и так далее, и так далее. Вот в английском меньше слов и выражений для какого-то базового понимания, в русском больше. А в татарском сколько надо слов знать, чтобы уже начать говорить? И хороший вопрос. Мне кажется, 1000. 1000. Сколько на татарском? 1000. Там, где не хватает, у нас люди русские слова вставляют и Да. говорят на... Пожалуйста. А я в этом плане стою все-таки, вы знаете, так сказать, в общей парадигме нашей, я за кириллицу выступаю. Мне кажется, кириллица вполне такой универсальный и богатый алфавит. То есть мне кажется, что татарский язык точно не проигрывает от того, что как бы сейчас уже на протяжении большого количества десятилетий, собственно, кириллица является вот основным алфавитом. Для того, чтобы читать художественную литературу, надо все-таки знать татарский язык, база должна быть. Я тоже ссылаюсь на свой опыт, да. Во-первых, это вот тексты песен. Есть очень хорошие сборники, да, татарских песен, там, допустим, «Татар халык и жерларе», да, или современные песни, вот чтобы как-то вырабатывать вот правильность произношения, соотносить. То есть слушать вот музыкальный текст, да, как поют, и соотносить с напечатанным текстом. Это очень полезно бывает, и не просто в плане отшлифовки произношения, но в плане освоения лексики. Вот ты смотришь, допустим, да, и ты понимаешь, что этого слова ты не знаешь. Да, и вот даже выписывать неизвестные слова, аудируя, это очень увлекательно. Но если уже ты ставишь цель в плане, вот, скажем так, татарский язык вывести на новый качественный уровень, как я выводил, я начинал с Роберта Минуллина, кстати. Роберт Минуллин, один из моих любимых татарских поэтов, вот его сила в колоссальной простоте и ясности звучания языка. Да, и там у него немного арабизмов, да, у него вот эта вот живая, народная татарская речь, татарский язык, максимально вот приближенный к тому, как говорить, ну, народ вот живущий татарским языком, живущий в татарском языке. Поэтому Роберт Минуллин в первую очередь. Очень важный принцип регулярности. Вот каждый день хотя бы 15-30 минут, в идеале час заниматься языком, потому что когда большие такие временные разрывы, на самом деле даже не столько забывается, сколько теряется мотивация. Уже сложно, вот я не знаю, как у вас, у меня происходит такая потеря, постепенная потеря вот этих нитей внутренних, эмоциональных, которые связывают с языком. То есть мне нужна регулярность, вот такая интенсивность. Я так выучил итальянский в 13 лет. Потом, правда, благополучно забыл, но забыл не окончательно и не насовсем. 13 лет внезапно, вы знаете, вот, прекрасная итальянская музыка, Сан-Ремо, там тоже пластинки, в коллекции виниловых пластинок моего деда, там Рикки Повари, Умберто Тоцци, Тото Кутуньо и так далее. Вот как-то тоже внутренний огонь загорелся, нашел самоучитель, и вот что такое языковой интенсив, и почему надо вот в детстве, в подростковом возрасте изучать языки. Каникулы начались, каникулы проводили в деревне 3 месяца.
И вот 1 июня вот взял я самоучитель итальянского языка, очень, кстати, хороший, переведенный с польского языка. И вот вы знаете, каждый день по 5-6 часов. Вот маниакально просто. Вот вставал, была просто огромная железная самодисциплина, зубрил слова, делал грамматические упражнения. Я приехал в сентябре, помню, купил какие-то кассеты Эрос Рамадзу. Я на 70% уже понимал песни. А это было все-таки вот вы себя заставляли, загоняли в рамки дисциплины, или это все-таки вот хотелось? Вот, Хотелось, то есть никто не хотелось. заставлял? Никто не заставлял, просто очень хотелось. И получилось. И потом, опять же, как бы жизнь в некоторой степени обнулила итальянский язык. Но когда я попал спустя много-много лет в Италию, и это была университетская такая аудитория, да, итальянская профессура, на 3-й день своего пребывания в Риме я вспомнил практически все. Никакой переводчик мне не нужен был. Вот за 3 месяца, да, интенсива, ну, я думаю, что 2000 слов. И база у меня уже была. Я спокойно говорил на итальянском языке спустя там практически 15 лет. Вы знаете, я поделюсь, вот есть такой личный опыт. Значит, у нас был некий такой круг людей, которые общались между собой. И там у всех был разный уровень знания итальянского языка. Кто-то получше, кто-то похуже. И мы, значит, организовались и собирались, разговаривали. Никто не заставлял, это чисто вот такой неформальный клуб. Но там в чем проблема была? Слишком разный уровень владения языком. И тем людям, которые знают на 4, им неинтересно общаться с теми, у кого на 2. То есть они... А им интересно, да. И поэтому Да. вот тут сложность в этом. А так неформально, я думаю, ничего сложного нет, объединиться и даже вот круг каких-то знакомых Да. всех привлечь. Да. Чай попить там. Но именно нужно говорить на татарском языке. Это, кстати, была же идея в августе. Молодежный был форум в рамках, да, вот Всемирного конгресса татар. И один из активистов, Раису, предложил создавать такие разговорные клубы татарского языка. В этом есть такое здравое зерно, потому что действительно не хватает общения. И иногда же на самом деле сложно даже психологически начать говорить, допустим, с носителями татарского. А с такими вот, которые изучают или плохо говорят, Ну, потому нет что, барьера. У кого хороший татарский, вам скажет, ладно, не мучайся, давай на русском Да, скажи все, что хотел. да, То да. есть это, в жизни так. Да, и здесь ведь, вы знаете, очень важный вопрос психологии, психологический, да, отношения носителей татарского языка к людям, которые вот изучают татарский язык. И вы знаете, неоднозначное на самом деле отношение. Я на себе неоднократно разновекторное отношение чувствовал, потому что есть вот такие, которые говорят, ну, Алексей молодец, вот син булдрасен, син татарща, ирянасен, син азур ахмет и так далее. А другие так это смотрят и говорят, Почти, чтобы нас подслушивать. у тебя такой акцент по-татарски там и так далее. То есть оттенки некого недоверия. Вот, и поэтому, то есть нужно быть к этому готовым, что вы хотите по-татарски, а с вами не хотят. Должен работать внутренний фильтр. Часто, вот я и в интервью об этом говорил, когда ездили по Татарстану, всегда это вот называется в науке, да, включенное наблюдение. Вот садишься и слушаешь, как люди говорят. И наша молодежь по-татарски говорит, к сожалению, ну, не очень качественно, не очень хорошо. Когда в Сабинском районе идут 2 подростка, и один другому говорит «син рыбаларне ашатенме». Ну почему рыбаларне? Ведь слово «балык» – базовая лексика. Да, или, например, «син первый», «мин» и «кинче», там «ул третий» и так далее. Но самое обидное, когда вот наши будущие учителя татарского языка, вот
около КФУ, здесь на Татарстан-2, да, часто приходится слышать, как они говорят на татарском языке. Это 50 на 50. 50 русский, 50% татарский. Не срабатывает внутренний фильтр, потому что все равно мы должны в той или иной степени контролировать культуру нашей речи, да, и в том числе культуру татарского языка. Это внутренняя работа. Нужно знать и нужно не поддаваться, мне так кажется, вот этим вот каким-то мейнстримовым потокам, да, сохранять вот эту чистоту языка. Тем более, если есть определенное знание, если есть определенная лексическая база. Татарский язык богатейший. Богатейший. Сколько разных слов, да. То есть можно абсолютно чисто, прекрасно говорить на татарском языке. Просто вот как-то нужно настроить себя. Но мне кажется, тут вопрос еще какой смысл имел, что можно иметь большой словарный запас, но не уметь его использовать. Да, да, потому что просто аудитория не поддерживается. Вот иногда тоже вот выступаю перед учителями, ну, это, вы знаете, то еще зрелище, когда я говорю на татарском языке, многих это веселит. Вот, и иногда хочется вот тоже актуализировать такие сложные слова, тукаевские, как я называю, типа, допустим, олпат, да, мукаддес там и так далее. И я просто понимаю, что ну, это как-то странно звучит. То есть вот современная татароязычная аудитория, она все-таки не использует вот все ресурсы и возможности татарского языка. А могла бы использовать. Когда я лично считаю, вот я сторонник вообще изучения языков и татарского в том числе. Я приехал в Татарстан, для меня это абсолютно естественно изучать татарский язык. У других людей может быть другое мнение. Но когда было обязательным изучение, приводило это к какому-то положительному эффекту? Мне кажется, нет. Столько людей изучало и носителей русского языка, и татар этнических. Результата-то не было. Что сейчас, что тогда. То есть дело-то в другом получается. Не в обязательном преподавании, изучении, а где-то не срабатывает. Может быть, на уровне методик, может быть, на уровне мотивации, на уровне семей, на каких-то других уровнях. То есть это комплексная проблема. Язык — это такая сложная система, сложнейшая система. Столько всего в языке отражено, да, скрыто, аккумулировано. Конечно, мы какие-то только поверхностные уровни, да, когда изучаем, затрагиваем. Это касается всех языков. Это, вот как вы знаете, часто спрашивают, а есть языки сложные или простые? Если речь идет о живых языках, о языках, за которыми стоит культура, да, мировоззрение, философия, живая этнография, то это очень сложные системы. У меня второй вопрос. Можно ли эту фразу перефразировать? Нельзя научиться, скажем, алгебре, научить можно только научиться. Вот этот момент насилия в образовании, в заставлении изучать что-либо, язык ли это, наука ли это, насколько это правомерно, насколько это оправдано? Насилие — это всегда плохо, это безусловно. Никакого насилия быть не должно. Ну, насилие это громко сказано. Я понимаю, Заставление. но здесь, вы знаете, сложнейший философский, педагогический вопрос, потому что, с одной стороны, людей нельзя заставлять. Нужны какие-то тонкие мотивации, тонкие такие, вы знаете, контексты, чтобы им было интересно, чтобы им было выгодно, чтобы вот их внутреннее состояние, что называется, да. Это, как говорится, такие Да. благие намерения у нас. Но ведь у нас весь процесс воспитания, в том числе и образования, он поставлен на насилие, на определенном насилии.
Мы заставляем людей. Мы говорим, вот так нельзя вести, а вот так можно. Если он ведет себя не так, мы, значит, ему какие-то делаем внушения. Так ведь? Почему вот это так уходит от этого момента, что не надо заставлять? А мне кажется, без этого ничего не получится. Ты либо сам себя должен заставить, либо тебя кто-то должен заставить. Сам себя. Вот вы знаете, очень вы правильно сказали, сам себя. Ну, сам себя мы начинаем заставлять в более зрелом возрасте, так ведь? А вот в подростковом возрасте он не будет сам себя заставлять. А вот я заставлял. Я заставлял, вот, потому что я тогда понимал и чувствовал, что если не будет вот этого вот, да, процесса, каких-то рамок, да, то ничего не будет. Я вот заставлял. Мне кажется, это от каждого, это у каждого человека какая-то своя история. У кого-то больше вот этого, как вы говорите, насилия, да, у кого-то меньше. Сложно, это философский вопрос. Ну, вот можно вспомнить платоновское государство, где описывалась система образования. Там принуждение было обязательной частью. Вот принуждение, вот не насилие, а Принуждение. Принуждение. Ну, Алексей Андреевич, тогда у меня еще к вам вопрос, да, а роль государства в сохранении языков какова? Очень большая, очень большая. И вот в этом плане, вы знаете, Татарстан, мне кажется, один, конечно, из передовых регионов, потому что вот с 2016 года я эксперт федеральной одной программы поддержки национальных языков и литератур, и пол России объездил, именно национальные республики, национальные регионы, то, как Татарстан поддерживает, да, и не просто татарский язык, а языки народов республики Татарстан, марийский, чувашский, удмуртский, но такого я не видел нигде. Поэтому поддержка должна быть, и очень хорошо, что в Татарстане она есть, потому что без этой поддержки, ну, ничего бы не было на самом деле.